Регистрация кандидатов закончилась, идет подготовка избирательных участков. В этот раз особое внимание уделят мерам безопасности из-за пандемии коронавируса. День выборов в Таджикистане все ближе. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как эксперт оценил риск протестов после президентских выборов в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Работы мы начали в середине августа и сделали все необходимое, чтобы выборы прошли на достойном уровне. Постарались, чтобы было удобно всем. В кабинку можно заехать в инвалидном кресле. Наблюдатели могут спокойно работать в информационном зале. Тем, кто голосует впервые, будем вручать подарки. Протестные акции после президентских выборов в Таджикистане невозможно, считает политолог. Заместитель председателя оппозиционной социал-демократической партии Шакирджон Хакимов. Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. Участвовать в выборах президента Таджикистана будут действующая глава государства Эмомали Рахмон от Федерации независимых профсоюзов, Союз молодежи и народно-демократической партии Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гафорзода от соцпартии, Рустам Рахматзода от партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от коммунистов. На всех участках созданы комнаты для матери и ребенка. На некоторых обустроили мини-детские сады. Дети здесь могут порисовать, полепить, поиграть. Родители со спокойной душой смогут здесь оставить своего ребенка и проголосовать. Протестные акции и митинги недовольных итогами президентов выборов в Таджикистане невозможны, сказал Хакимов. По его мнению, это связано с тем, что до сих пор абсолютное большинство граждан Таджикистана находится в состоянии страха из-за событий 90-х годов, гражданская война 1992-1997 годов. Это невозможно из-за тех возможностей, которые власть дала силовым и правоохранительным органам страны, сказал Хакимов. Как вы относитесь к такому мнению эксперта? Свои ответы пишите нам в комментариях под этим видео. А мы продолжаем. Он считает, что даже если вдруг будут возникать стихийные протесты, гражданское общество в стране осознает, что власть примет репрессивные меры не только против идеологов и организаторов, но и против всех участников митингов. В соседней Киргизии после парламентских выборов начались протесты. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Алато собралось около 2000 человек, сторонников партий, не прошедших в парламент. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В столкновении, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб. Эксперт считает, что такая тенденция перекинется и на Таджикистан. Чтобы понять, ошибается ли эксперт, нам стоит узнать вообще видение ситуации, поэтому просим вас поделиться своим мнением в комментариях под этим видео. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. И спасибо большое, что подписаны на нас и до сих пор следите за нами. Извиняемся, что полгода мы не публиковали видео. Мы будем возобновляться. Были на то причины. До скорой встречи.